Так. Так, Сокичух. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 21 февраля 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Реалити и на канале Аслан Арцуев TikTok. Друзья, я вас всех приветствую. Стрим сегодняшний не запланирован. И, как вы видите, к 9 я только смогу выйти в эфир. Постараюсь не пропускать, конечно, но не обещаю, потому что очень много дел всяких разных. Берлин, дикусо, хаму, Берлин. Так. Есть, да, в Ютубе есть. Если напишите мне, пожалуйста, в Ютубе кто-нибудь. Я не включил его, что ли? Чат. Шамиль, алейкум салам. Шамиль, и тебе, и всем, кто находится в фашистской России, я вынужден сообщить, что если вы будете писать комментарии, меня поддерживать каким-то образом, те люди, которые находятся в фашистской России, я узнал, почему меня несли в списки иноагентов фашистская Россия, докопался, точнее. Дело в том, что против меня возбуждена куча просто уголовных дел, в том числе и оправдание терроризма, пособничества, там, экстремизм, призывы к развалу фашистской России, у которой, как мы знаем, по Путину нет границ. Не понимаю, это как нарушать границы бескрайней вселенной, наверное. Да? Если весь мир это Россия, то как я могу нарушать территориальную целостность? Ну, короче говоря, очень много уголовных дел против меня возбуждено, но это ничего страшного. Дело в том, что какая угроза для тех моих зрителей, которые смотрят или там как-то меня пытаются поддержать, или еще что-то. Например, если вы в ТикТок, вы мне пришлете какую-нибудь даже розочку, которая 1 цент, по-моему, стоит. Даже если ее принесете, вы будете рассматриваться как пособники иностранного агента, то есть меня. Поэтому я вас предупреждаю, друзья, именно для этого они и сделали. То, что я никак не реагирую на их уголовные дела, они прекрасно понимают. И поэтому они хотят таким образом навредить вам, друзья. А я вынужден вам это сказать. Потому что, конечно, я бы хотел, чтобы вы были активны, чтобы вы помогали мне, развивали эту тему, всячески, чтобы мы что-то делали. Но я вас вынужден предупредить об этом. Поэтому вот как-то так, друзья. Именно для этого это и сделано. Но здесь есть и хороший момент в этой стороне, в этом моменте, вот то, что они меня объявили иноагентом. Это хорошо тем, что они, обвиняя меня там, во всех тяжких грехах, преступлениях, которых только возможно, назвали меня иноагентом. Это говорит о том, что, как я уже сказал, что атакуют уже не меня, а моих зрителей, людей, которые смотрят меня, которые поддерживают мою идею, которую я несу, нашу общую идею. Это говорит о том, что мы делаем все правильно. Это говорит о том, что они боятся той правды, которую я говорю. Они не боятся террористов, они не боятся там нападения, потому что для ФСБ, для КГБ СССР страшно в советское время страшны были не пули, им были страшны слова правды. Потому что под пули они своих ментов, своих военных, эти КГБшники посылают. Поэтому они фактически не страдают. А вот когда мы говорим правду, когда мы их разоблачаем, вот тогда, да, тогда они вынуждены согласиться и начать вас уже в этом случае, вас пытаться
атаковать как-то. Поэтому, друзья, имейте в виду, я вам буду это время от времени напоминать, для того, чтобы не все, кто услышали. Я не хочу, чтобы никто из вас пострадал. Но вы должны, как говорится, предупрежден, вооружен. Так, Аслан Арзуев в эфире. Совершенно верно. Аслан Бюстик. Дальвизель, Марьям. Дальвизель. Шу Юэль Бюстик. Фашистский яд федерацию. Томас Джозеф. Фашистский яд федерацию. Томас, ты, по-моему, ты что-то не то не говоришь. Слава Америке, она... Най, нет, Раулис. Слава Америке, Цаолас. Слава Украине, Олас. А Америке, Господи, о Аллах, благослови Америку, Олас. Ой, Олас. Ну и все будет Ичкерия, да. Дизер Дениза, Россия, Олила Эрцен. Добрый вечер, добрый, Виталий, добрый. Как освободить Чечению? Виталий, Чечению нужно освобождать. Как? Ну, что вы имеете в виду, как? Нужна политическая, военная, экономическая. Вы видите, сколько Украине помогают? И, как вы видите, 40-миллионная Украина уже 2 года бьется. Поэтому, да, нам нужна такая же, не меньше, а может быть даже и больше, чем Украине помощь. Хотя бы, как минимум, нас нужно признать страной, которую оккупируют. Парламент Украины, Рада Украины это сделала. Будем надеяться, что и президент это сделает. Ва алейкум ассалам, войнах, машуойло. Слава Украине, свободу Ичкерии. Абсолютно, Дениза, полностью с тобой согласен. Мне так нравится, когда особенно наши девушки, женщины проявляют именно патриотизм, правильное понимание ситуации. Потому что женщина взращивает нацию, да, если я правильно цитирую, женщина воспитывает нацию. И если в семье женщина яхьёлш, дуиналдолш, горчал и хули, яхтюнга хули, то все отлично, да. То у нее будет супер яйош, кенты, короче, и вари. Как-то так, друзья. Ну, давайте будем читать. Так, откуда взять возможности? Вот, Виталий, в этом и проблема. Над нами был совершен геноцид, и возможности не было. Почему республика не объединяется против общего врага? Виталий Вайс, я немножко не понимаю вас. Вот вы, я так понимаю, может быть с Украины или нет? Наверное, вы с Германии, да? Давайте поставим вопрос по-другому. Почему ДНР, ЛНР и Крым не объединяются, чтобы противостоять против общего врага? Потому что они оккупированы. Надо заметить, что на Донбассе, ни в Крыму не было геноцида. Ни того лживого, мнимого, фиктивного, в котором обвиняют украинцы, ни того, который совершили русские. Потому что русские пришли там в основном особо, ну да, они, конечно, зверствуют, но вот всех подряд, как в Чечне, чеченцев не убивали. И мы постгеноцидный народ, который находимся в очень тяжелом положении. И знаете, у нас что еще произошло? И это тоже вам нужно, украинцам особенно знать. Дело в том, что после того, как нас оккупировали, убили из нас 30%, нас не оставили в покое, как, например, это было с евреями в 1945 году, да, потому что нацисты проиграли, и евреи как бы вздохнули, можно сказать. И не тоже вздохнули, они даже наказали всех, ну, по крайней мере, кого смогли определить, найти и так далее. Ну, юридически был факт зафиксирован, что над евреями совершен геноцид. И все, до сих пор немцы извиняются и выплачивают там разные компенсации. У нас же произошло ровно наоборот. То есть геноцид был как и над евреями,
также уничтожили, там евреев, по-моему, около 50% уничтожили, ну или около 30%, и нас столько же приблизительно уничтожили. И нас не просто не оставили в покое, нами начали дальше пользоваться, как инструментом. Взяли слабых из нас, взяли дураков, надо прямо говорить, из нас, и вот начали кого-то деньгами, кого-то испугом, кого-то другими там моментами. И знаете, как-то покойный Доренко был такой журналист, он сказал, что он ненавидел лютой ненавистью чеченцев, и он как-то в одном своем интервью сказал, что чеченцы должны были понять, что Россия, она неотвратима, что она как погода, от которой никуда не деться, там гроза, молния, приблизительно я его сейчас цитирую, и что вот никуда, чеченцы должны понять, что никуда им от России не деться. И отчасти, что он имеет в виду, я понимаю. Он имеет в виду, что весь мир нас оставил один на один с людоедами, когда мы кричали, истекали кровью. Нас не только перестали жалеть и сочувствовать, потому что ты не можешь 20 лет, 25, 30 лет переживать, лить крокодильные слезы и ничего не делать. Не может так человек, ему нужно какое-то оправдание. И нас начали называть террористами. Для того, чтобы нас называть террористами, русские усиленно помогали им в этом, чтобы у них сложилось это мнение, и им не так трудно было, я имею в виду Запад, я имею в виду Украину, которая точно так же нас преследовала, уничтожала, выдавала фашистской России. Да, были хорошие защитники, лечились, помогали, это все тоже было, но и была другая сторона, которую мы сейчас видим на Донбассе и в Киеве тоже, да, имеется в виду такие вот товарищи. Поэтому, да, нам сейчас, если кто-то хочет, чтобы мы восстали, я категорически против того, чтобы сейчас чеченцы восставали, потому что моя задача, и сейчас вроде бы такая мнимая появляется ситуация, что вот сейчас Россия ослабла там и можно восставать. Ничего подобного. Для того, чтобы снова утопить Ичкерию в крови, чеченцев в крови, России, в принципе, достаточно вот тех бандитов, которые сейчас воюют, вывести их из Украины и завести их в Ичкерию. Все, и начать их там уничтожать. И весь мир опять промолчит. Потому что мир не может сказать, что это правильные люди, и 30 лет он молчал. Сейчас мир молчит, потому что он 30 лет молчал, когда нас уничтожали. И сейчас, некоторые нити от тех преступлений могут тянуть в Европу, например, к некоторым большим чиновникам из европейских, там, например, стран. Поэтому вот очень сложная такая система. Поэтому я категорически против, чтобы чеченцы сейчас восставали, потому что мы находимся в тяжелейшем положении. Тот, кто хочет воевать, есть оружие, есть провиант, есть снаряжение, есть огромное поле боя, и украинцы зовут всех, кто хочет, приезжайте, вот только воюйте. Поэтому, если кто-то захочет, для этого есть сейчас уже театр военных действий, кто может поехать туда, а в Ичкерии воевать не надо. Хотя в Украине собираются разные там самозванцы, которые именуют себя представителями Ичкерии, и они раскачивают ситуацию для того, чтобы сейчас в Чечне начать какую-то бучу, которая, конечно же, на мой взгляд, кончится катастрофой для чеченцев. Как-то так. Ладно, давайте почитаем комментарии. Так, что тут такое? Так. Салам алейкум, Асан. Что надо и что нужно делать, чтобы освободить Чечению? Рысь, валейкум ассалам. Нужно признать Чеченскую республику Ичкерию независимым, суверенным государством и установить с ней
дипломатические отношения Украине, Соединенным Штатам, Германии, Великобритании и дать нам место в ООН. Вот с тех пор мы будем считать, что вот да, с нами разговаривают на равных. Вот тогда вот уже можно заключать какие-то договора, какие-то дела делать. А вот какие-то там группы лиц, которые сейчас в Украине есть, сейчас вокруг Ахмед Закаева они все собрались, ну, это воины, это солдаты. Они в политике особо, как я понимаю, не разбираются. Да и, в принципе, даже мы говорим, я говорю об этом, кто такой Ахмед Закаев. Я ладно. Есть Аят Идигов, который есть Алла Дудаева, которые очень хорошо знают, документально говорят, кто такой Ахмед Закаев. Но люди почему-то продолжают дальше вести свою деятельность. Ну, соответственно, они делают свой выбор, они идут по этой дороге, а мы идем по другой дороге. Мы идем для того, чтобы защитить интересы чеченского народа, только лишь интересы чеченского народа, только лишь права чеченского народа. Вот не только лишь, а главная, главнейшая задача, а и все остальное идет потом. Как-то так. И все же ты прав. Говорит, мне хочется Клайд. Привет, уважаемый. К сожалению, Запад и США сливают Украину. Мое мнение, спасибо. Привет, Буля. Нет, это не так, Буля. Я не согласен с вами. Украину не сливают. И Украину сливать не будут. Не волнуйтесь. Так, Слава Ичкерии, Дудаев красавчик, Кадыров и Путин. Ну, убрал ты этот комментарий, такой хороший был. Твоя дорога приведет чеченский народ к деградации, говорит консерватив. А в чем заключается? Вот ты смотри, ты какой сделал. Смотрите, кстати говоря, вот у этого консерватива появился значок свастики. Это чеченский узор, который похож на свастику. Он не совсем, конечно, похож, но очень похож. И сейчас усиленно разные товарищи распространяют информацию, что это наш какой-то герб. То есть, ну, все, что угодно нам хотят предоставить, кроме реального, настоящего нашего герба Чеченской Республики Ичкерия, с волком, там, со звездами и так далее, и так далее. И вот этот человек говорит, что моя дорога приведет вот с этим значком, который ранее мне тут не писал. Или писал консерватив, или тут ты мне в ТикТоке писал. Давай, я слушаю тебя. Скажи, пожалуйста, почему признание американцами, ООН, Украиной, Британией, Германией и всеми остальными это путь к деградации? Почему? Ответь, пожалуйста. Очень мне интересно знать. Так, что скажете о нынешней власти в Ичкерии? Виталий Вайс, нынешней власти в Ичкерии, нынешняя власть это оккупационная власть, это вражеская власть. Поэтому, ну, ничего сказать, кроме того, что она и оккупационная, и античеченская, я ничего не могу. Ну, могу, конечно, много, просто вы понимаете, что убери флаг США. Убрать флаг США, вот этот флаг убрать. Ты что, с ума сошел? А ты как скажешь вообще? Ну ты красава. Спать иди, братишка. Когда и что думаешь насчет, я не знаю, этого Ютуба, что-то какие-то новые у нас тут все. Навальный был наживка Кремля. Ваше мнение, Аслан? Навальный был проектом Кремля, ФСБ. И еще мы точно не знаем, да, не будем стопроцентно утверждать, потому что нету еще у нас независимой экспертизы ДНК Навального, что это он умер. Но если даже он умер, то да, я допускаю, что свою марионетку просто вывели из игры. Может быть так. Тела до сих пор нет. Да, тела до сих пор нет. Здравствуйте, я из Литвы. У вас хорошие флаги на фоне. Поддерживаю. Здравствуйте, Али Басаурип.
Здравствуйте, Литва, с большим уважением к Литве. Слава Литве! Двойные стандарты, то Ичкерия, то Чечня. Дайте определение, кто такие ичкерийцы, это что новое? Нет, вы просто немножко не понимаете никаких двойных стандартов. Ичкерия это и есть Чечения. Понимаете? Ичкерия это и есть Чечения. Когда мы после развала Советского Союза, как Украина, как Грузия, как страны Балтии, как все остальные, после развала, просто, то есть перестал существовать Советский Союз, объявили о своей независимости, избрали президента, парламент, приняли Конституцию 12 марта 1992 года. И только через 1,5 года, 93 года, в декабре, не помню сейчас какого числа у них там она, Конституцию приняла Россия свою, куда незаконно вписала нашу страну, как сейчас она вписывает Запорожье, там Крым, там все остальные там регионы Украины, как она вписывает, просто у нее пока наглости особой не хватает, слишком посмешищем будет, если она еще Киев туда впишет. Но она планирует, мы все понимаем, что война идет до победы полной, а не части там над Украиной, до полной победы над Украиной. Так сказать, это война не на жизнь, а на смерть украинца, и поэтому отступать здесь некуда. Так вот, когда русские вписали нас незаконно в свою конституцию, представьте, вот как сейчас вписывают в Крым, там все остальное, тогда наш президент и парламент, наша власть, они через месяц, в январе, 16 января 1994 года, то есть в 93-м, в конце декабря, они приняли Конституцию и вписали туда нашу страну, а 16 января наша власть добавила к слову Чеченская республика слово Ичкерия. Тем самым мы демонстрировали, что та Чеченская республика, которую они незаконно записали в свою конституцию, не является нашей Чеченской республикой, так как наша Чеченская республика Ичкерия. С тех пор это слово закрепилось. И сейчас это слово очень мешает. На всех переговорах русские всегда требуют писать не Чеченская республика Ичкерия, а Чеченская республика. И тот, кто пишет Чеченская республика с нашей стороны, тот является предателем фактически. Потому что именно из-за того, чтобы мы... Ичкерия это просто всего лишь слово, но оно означает, что мы свободные, суверенные, независимые. Вот именно поэтому русские пытаются всячески избавить нас от этого слова, всячески пытаются его заменить, всячески пытаются изменить наш герб, добавить вместо 5-конечных звезд 9-конечные, волка сделать не таким там, а сяким, потом сделать это как бы не на нашем национальном орнаменте, вот на этом узоре лежит волк, а просто лежащий волк. Вот таким образом они пытаются стереть границы между настоящими атрибутами чеченского государства и вот их фейками, которыми они делают. Это такая долгосрочная такая работа, где они пытаются вот постоянно нам внушить, что мы не можем понять, какой у нас герб, какой он настоящий, какой не настоящий. Вот, ну, дискредитация идет всяческая. Как-то так. Так, шалом из Израиля. Игал, шалом, шалом Израиль. Каждый народ имеет право на свое независимое государство. Абсолютно так. Как переводится? И слово Ичкерия переводится, оно означает название, географическое название равнины на территории Чеченской Республики. И не знаю, почему именно на этом слове остановился этот выбор, но здесь не важно. Пускай она называлась бы, я не знаю, не Ичкерия, возьмем какое-нибудь там, я не знаю, украинское даже слово, да, и как там, клубника по-украински. Вот пускай так бы она называлась. Неважно, важно то, что в их конституции, которые, кстати, незаконно не просто вписали незаконно, даже не проводили референдума по этому поводу, путем опроса. Просто социологический опрос был, и они сказали, да, Чечню включаем. Хотя Чечня никому вообще не интересна была русская. А как нас любят русские, мы все знаем.
Так, так ты за Палестину или Израиль? Так, Абдурахим Нохчо, я предлагаю тебе идти мимо моего канала. Добрый вечер, Диана, добрый. Это не на вашем языке, как я понял. Нет, это на нашем языке, это на чеченском языке, это ичкери обозначается. Там есть разная интерпретация этому слову. Это древнее слово, состоит из двух слов. Ич и кери. Это, ну, я сейчас не буду сейчас, потому что, ну, это как бы только гипотетически разные такие версии есть. А так, в чеченском языке, конечно, как и в любом языке на этой земле, есть иностранные слова, которые стали нашими, и ничего в этом такого нет. Это и наши слова есть у наших соседей, и у нас есть слова от наших соседей. Так. Это тюркское. Но это ты так считаешь. Хотя оно может быть и тюркским. Ну, ничего от этого не меняется. Тогда поверни, тогда поверни его. Кого повернуть? Как рада вас видеть и слышать. Спасибо, Диана. Спасибо большое. Это на нашем языке. Ну, хорошо, на вашем. Ладно. Все, допустим, на вашем. Ты уже определись с флагом. В смысле определись? Deutsche флаг. Окей. ТикТок. Виток. Витек. Витек. Я ТикТок тебя читаю. Так. Палестина – внутреннее дело Израиля. Абсолютно, Амзат. Абсолютно так. Аслан, нужно погладить этот флаг. Дориан, сзади тебя. Да, нужно. Нужно. Так, у меня вопрос. Вы в своей стране живете? Нет, моя страна временно оккупирована, я проживаю в Германии. Всего хорошего тебе тоже, друг. Так, это не на турецком. Говорит, Дениза, ну ладно. Для чего ты эти флаги повесил? А мне нравится, я уважаю эти две страны. У меня здесь еще и висит здесь и британский флаг, израильский флаг, польский флаг, литовский флаг. Ну и наш, конечно. Ну, у меня целый комплект. Да. Литовский, эстонский, латвийский, все у меня есть. Как вы поживаете? Хорошо, Диан, спасибо. Что за чужие флаги спрятались? В смысле за чужие? Я не понял. Александр Яуф, ты, наверное, в своем ТикТоке, в родном, со своего русского смартфона, заходишь в свой русский интернет и как бы сторонишься всех других. Да? Так правильно, понимаете? На сером одежде трудно читать. Да, трудно. Ну, к сожалению, пока это. Добрый вечер, не хватает лишь флага. В соседней флага свободной Ичкерии. В соседней комнате висит, все будет. Скажи, как ты относишься никак, я уже миллион раз сказал. Я живу в Германии, я немец, а ты кто? Так. А я король, просто король. Хороший флаг США. Да, мне тоже нравится. Я из Америки родом просто. Ясно. Отделиться от России и Чечни это нереально. Клановая система, там, кто станет лидером Чечни, тот и будет жить. Остальное будет существовать как сейчас. Магомед, ну ты повторяешь русскую пропаганду. Не знаю, умышленно ты это делаешь или нет, или хочешь, чтобы я тебя успокоил, сказать, нет, у нас все получится. Не знаю, с какой целью ты делаешь. Но клановая система – это чисто русский нарратив. У нас нету клановой системы. Знаете, мы не знаем, что такое кланы вообще. Понимаете? Клановая система, кланы, это когда приходит КГБ СССР, ФСК и ныне ФСБ. Понимаете? Они создают своих вот этих стукачей, которые держатся вместе, и вот из них создаются кланы. У нас, если так говорить, есть тейповое деление, это чисто семейное, это родственные отношения.
Дальние, очень дальние родственники. Поэтому никакой клановой системы у нас нет. Да, это тейповая система, она мне тоже, мне она нравится, это очень правильно, но я против того, чтобы один тейп там подтягивал там всех своих, там, ну, понимаете, коррупции, я против коррупции. А так, это все неправда. И у нас, для того, чтобы мы понимали, до первой русско-чеченской войны, у нас, когда был избран президент Джохар Дудаев, у нас все было отлично. Понимаете, мы жили в полной блокаде от фашистской России, но при этом к нам с России приезжали закупать товары. Понимаете? У нас в очереди стояли. У нас дагестанцы из Дагестана приезжали покупать хлеб, потому что цены у нас были на хлеб держались стабильно, а в России они уже поднялись. Просто кормить своих коров, там, животных, скупали просто вот хлеб, чтобы здесь. И потом это все потом как-то изменили там и так далее. Поэтому никакой клановой системы, никаких таких глобальных проблем. Проблемы будут, много что у нас будет. Строить государство, охранять это государство, развивать его. Это очень сложно. И это не одним человеком делается. Это делается из поколения в поколение, в течение всей своей жизни, из поколения в поколение, целыми там группами очень умных, интеллектуальных людей. Причем, если туда бывает дурак, то он все испортит. Это тоже, кстати, нужно иметь в виду. Поэтому все нормально, не переживайте, у нас все будет хорошо. А как ты относился к Навальному? Я к Навальному относился отрицательно. Если реально он умер, конечно же, это печально, да, человека убили насильственной смертью, это зло, которое творит фашистская Россия. Но дело в том, что Алексей Навальный во время геноцида чеченского народа, у меня есть ролик, у меня в YouTube-канале есть этот ролик, рекламировал, призывал легализовать огнестрельное оружие и предлагал предпочитал пистолет для убийства кавказских партизан. На телевизоре у него играет там показывается ролик про кавказских партизан, чеченцев. И он говорит, что сравнивая чеченских партизан с тараканами, с насекомыми, это у нацистов, у русистов это очень распространено было. Они клеили, я еще помню, еще студенческие годы там, вокруг в общежитии они клеили плакаты, там, листовки, где они изображали кавказцев там, насекомыми, тараканами, гусеницами там, и так далее, и так далее. Именно так же я отношусь. И именно поэтому он тогда сказал про грузинов грызуны. Ну, как сказать? Ну, это чисто по-русски. Это у них не считается, что сверх каким-то необычным и так далее. Ну, вот как-то так. Ну, я, соответственно, отношусь к нему. Если видел, как Шойгу и Путин обсуждали взятие Авдеевки. Нет, сериал я не смотрел. К сожалению, не успел, потому что был очень занят. Очень много я не успеваю. Ну, скоро сейчас все наладится и буду ходить в эфире, да. Видите ли вы в будущем Чечению независимой? Видите ли вы, ну вы, наверное, не понимаете, ну вы меня, наверное, не знаете, какую деятельность я веду, о чем я говорю, раз вы мне задаете такой вопрос. Конечно, я не только вижу, что моя Ичкерия будет независимой. Я поставил все на кон, потому что в это верю. Все, абсолютно. Всю свою жизнь, родственников, заложников, бывших моих родственников, которые отреклись от меня уже давным-давно. Ну, да, конечно. Так.
национальность важнее, чем государство. А на Западе везде твердят, что национальность не имеет значения. А для нас, чеченцев, национальность имеет значение, огромное значение. Пусть Запада нам не подходит. Конечно, ну было понятно, когда ты сказал, что я против того, чтобы у нас сейчас была война, и ты сказал, что это деградация, что нас признать это деградация, и ты, конечно, новый пишешь мне консерватив, пишешь новый нарратив русской пропаганды или предателей, которые за русских. Да? Поэтому, ну, все это туфта, все, что ты пишешь, абсолютная, полная чепуха, я тебе скажу. Мы мир вообще разделился на диктаторов и на демократию. Вот мир разделился. И ты предпочитаешь остаться в составе России. Ну, ясно, твой выбор. Мы тебе купим билет в Россию, уедешь. Все боятся, что чеченцы будут призывать к справедливости по суду в этом полмира на зону. К сожалению, Шамиль, ты прав. Но им придется признать, миру придется признать Чеченскую республику Ичкерия. Знаете, почему я так уверен в этом? В 1944 году нас под видом депортации подвергли жесткому, жесточайшему, просто чудовищному геноциду, голодом, холодом нас уничтожали. И в 1953, да, когда там Сталин сдох, не сразу, ну, нам потихонечку разрешили не то, что вернуться, нам сперва разрешили перемещаться. В 1956 году, через 3 года, по-моему, после смерти Сталина, нам разрешили перемещаться просто по фашистскому Советскому Союзу, но не возвращаться в свою Ичкерию, в свою Чеченскую республику и не получать компенсацию на возмещение. Кстати, Климент Ворошилов об этом, Президиум Верховного Совета СССР, издавал указ. Я недавно публиковал его, кстати, вчера. И вот возникает вот такая вот ситуация. Они должны были взять все преступления, все просто преступления Сталина на себя, новая власть, которая пришла, вот Хрущев, там все вот и другие бандиты, которые также устраивали в Украине голодомор, тоже что творил Сталин, ведь не только Сталин творил. Кстати, сейчас я постараюсь не забыть мысль, очень интересно напомнить одну вещь. После того, как через 3 года, как Сталин умер, Климент Ворошилов вместе с Пеговым одним подписали вот документ, указ, о котором они сказали, что чеченцы могут перемещаться, просто как в резервациях находились, просто это как поселение дают судебное наказание, как на поселении жили. Но нельзя никуда было уезжать. И нам нельзя было возвращаться на свою родину, и 3 года прошло. Это если винить во всем Сталина. Сталин не один был. Русские хотят нас уничтожить. А Сталин был русским, самым настоящим русским, да, этническим грузином, самым настоящим русским. Потому что дело в том, не в том, что русские этнически нас ненавидят, или же мы там этнически их как-то ненавидим. Это не в этом дело. Дело в том, что мы свободные люди, а русские боготворят рабство. И поэтому мы в одном социуме, в одном государстве с ними как-то не можем, не могут они потерпеть, чтобы мы там находились. Так вот, возвращаясь к тому, что, почему я уверен, что нас сейчас признают, дело в том, что когда развенчивался культ личности Сталина на 20-м, по-моему, съезде, или 22-м, не помню сейчас, и тогда делалось все, чтобы снять с себя ответственность, новая власть, потому что перед Западом нужно показать более-менее человеческое лицо там, и как бы откреститься от преступлений, которые совершались во время правления Сталина, они начали нас представлять, ну, они начали всех оправдывать за преступления Сталина. И вынуждены были, потому что самым кровавым таким большим пятном чеченцы и ингуши были уничтожены фашистской советской властью, большевистско-колхозной властью. И
им деваться просто некуда было. Просто, ну, нельзя было. И то, как они нам. Возвращаться нельзя, имущество не восстанавливается, не компенсируется. Просто вам разрешается просто существовать и передвигаться в других территориях. Это вот то, что они нам разрешили. И это при том, что мы самые, ингуши и чеченцы, самый пострадавший народ. Самые пострадавшие. Потому что всех до единого выселили. До единого просто. И не собирались возвращать. Так вот, сейчас настает такое же время, когда даже, пускай это будет такая же фашистская власть, как при Путине, как сам Путин эта власть будет, но геноцид чеченского народа, вот эта пятая агрессия или вторая русско-чеченская война, началась с того, что русские взорвали своих русских, женщин, детей, стариков и мужчин, которые мирно спали в своих домах. И вот этот момент террористической банде ФСБ не объехать, не обскакать. Понимаете? Именно поэтому я верю, что когда начнется это расследование, чеченцев обойти стороной не получится. Но есть другой, они тоже это понимают. Тогда как во время Сталина, потому что нельзя было вот этот кровавый вот этот эпизод просто игнорировать. И здесь в Европе находился Абдурахманов, Тарханов, еще несколько ингушей и чеченцев, которые занимались нашими проблемами. И благодаря вот этим людям, благодаря этот вопрос не замалчивался. Они вынуждены были просто отреагировать. И сейчас я также вижу. Но есть два варианта, которые русские пытаются предпринять для того, чтобы избежать вот этого. Они понимают, что в любом случае взрывы домов в 1999 году придется расследовать. Это значит доказывать, что чеченцы не нападали на Россию, что чеченцы не хотели воевать с Россией. И, соответственно, агрессивная война фашистской России становится нелегитимной, незаконной. Да, война может быть как законной, так и незаконной. Это мы тоже понимаем. Поэтому русским придется вот что-то делать. И они что делают в таком случае? В таком случае русские пытаются наше чеченское сопротивление, наше чеченское общество возглавить, ичкерийское, свободных чеченцев, возглавить в лице Ахмеда Закаева, других, вот, Руслана Кутаева, других, третьих, четвертых, которые притворяются, что они борются за Ичкерию и так далее. Ну, в документах, как я вот в начале стрима рассказывал, что Чеченская республика Ичкерия, это значит свободная Ичкерия, а просто Чеченская республика, это значит российская, субъект Российской Федерации. Вот именно Ахмед Закаев подписывал эти документы. Это Аят Эдигов, это я у себя выкладывал, Аят Эдигов об этом уже много говорил, писал, доказывал и так далее, и так далее. Ну, почему-то некоторые делают вид, в том числе в Украине, кто воюет, делает вид, что они нас не слышат. Ну, ничего, это хорошо даже, пусть так будет. Поэтому в любом случае пытаются они сделать так, чтобы не было истца. То есть, чтобы не было человека, народа, группы людей, которые бы требовали свои права. Именно для этого нас затыкают. Именно для этого нас пытаются сделать и Марат Кавказ, Горскую республику, Ахмед Закаев подкидывает. Все что угодно. Главное слово Ичкерия, чтобы не было. Потому что геноцид, убийство 300 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия совершено именно под флагом Чеченской республики Ичкерия. Вот этих людей, носителей этого флага, под этим флагом, убивали русские под своим флагом. И для них это как бы очень важно, чтобы вот сохранять. Более того, еще есть проблема. Более того, русские даже согласны будут, не так сильно, точнее, хотят нас оставить в фашистской России частью, как чеченские коллаборанты, которые перешли на сторону фашистской России. И вот таким вот образом они пытаются сохранить себя, деньги, которые они награбили, абсолютно 100% награбили, потому что это люди абсолютно ничего не производили, только пилили бюджет. То есть те деньги, которые полагались чеченцам, они разграбляли просто. Ну вот,
Вот эти тоже имеются, вот эти люди, товарищи. И для того, чтобы вот это все было сделано красиво, правильно, с минимальными потерями, чеченцы должны требовать в первую очередь, в первейшую очередь должны требовать признания нашего государства, признания геноцида, совершенного в отношении нас. И вот после этого уже можно уже формировать отряды или ставить задачу перед этими отрядами, что делать и так далее. А так, ну, это будет, конечно, не очень правильно. Не то, что это будет катастрофа, да, и все, кто это сделает, они окажутся врагами чеченцев. Они потом, это некоторые не понимают из них, они потом окажутся врагами чеченского народа, потому что они тянут просто в огонь чеченский народ, говоря, что мы там в войну, сейчас мы зайдем, мы что-то сделаем и так далее, и так далее. Конечно, причем рядом с Ахмед Закаевым это все происходит. Интересно, конечно. Ну да ладно, не будем больше об этом. С уважением и большой любовью из Америки. Ичкерия будет свободным. God bless America. Спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте. Сзади что за флаг? Иди в школе поучись, что за флаг узнаешь. Короче, кроме Израиля, кроме Израиля, это нелегитимно. Не понял, что значит нелегитимно. Израиль более легитимен, чем ты. Так. Ассаламу алейкум из Узбекистана. Ва алейкум ассалам, Узбекистан. Так, друзья, я перемотаю, потому что много этих комментариев. Вы требуете нереальных вещей. Ичкерия как не было, так и это им никому не выгодно. Но это твое мнение. Это твое мнение. Тогда больше было русских банд, но не в Чечне, а в России. Да, совершенно верно. Скажи, какого ты тейпа? Я Нашхо. Я тейпа Нашхо. Ты что тут несешь? Так, это здесь к нам зашли. Слава свободным чеченцам. Амин, амин. Спасибо. Так. Еврей инструмент. Валейк салам, Рэнди. Так, Олег Климук говорит. Евреи инструмент. Они до сих пор не понимают это. Они избраны для предательства народов. Олег Климук. По-моему, ты слишком много смотришь российскую пропаганду. Уже, может, хватит. Ассаламу алейкум из Азербайджана настоящим чеченцам. Ва алейкум ассалам, брат азербайджанец. Салам алейкум, я Дагестан. Ва алейкум салам, Анатолий. Вы где сейчас, в какой стране? Я в Германии. Денис, о, привет, ты классный. Привет, Денис. Спасибо. Свободу. Да, да, конечно. Ночью, уй. Вот и сам ночью. Привет с планеты Марс. Привет, марсианин. Так. Ты Европу поддерживаешь? В смысле поддерживаешь? Что ты имеешь в виду? Европу поддерживаю. Что ты можешь предложить? Сейчас надо не грызться между собой, а сплотиться для нашего общего дела. Адам, а я что, против, чтобы мы объединились? Я только за. Ну, давай только на легитимной власти, да? Мне вот сейчас говорят, 24-го Закаевская вот эта группа проводит какие-то мероприятия в честь Дня Возрождения чеченского народа. В 44-м, 23 февраля нас депортировали, и через 50 лет Дудаев, президент Дудаев тогда заявил, что это мы будем отныне отпраздновать его как День Возрождения, что вот мы возрождаемся. И вот мне говорят, вот мне тоже присылают, говорят, ты придешь? И я говорю, ну давайте кадыровцев позовем тогда. А чего не позвать? Если закаевцев зовут, почему кадыровцев? А какая разница? Я не вижу никакой разницы между ними. Если так, этот тоже за русских, этот за русских. А как по-другому?
их различать. Я их не различаю. Вторую мировую развязали. Так, понятно. Друзья, вы можете вот этих модераторы, вот я вот этого блокну. Антисемитизм, пожалуйста, вот этот бред, который они пишут, там Израиль, евреи во всем виноваты, 30, пожалуйста, сразу блокируйте. Антисемитизм, антиамериканизм, антиукраинизм, и вот эти вещи можно сразу банить, друзья. А то они тут эту пропаганду нам гонят. Биссен, да, Биссен, Филипп, Биссен. Как погода в Германии? Отлично. Про Имаева можете сказать, Исмаил? Я не знаю про Имаева, я знаю, что он жив, как мне сказали, что и где-то в Москве живет, и все. Ассаламу алейкум из Карачаева-Черкесии. Ва алейкум салам, Карачаево-Черкесия, братья. Аслан, тезка, кстати. Ваше отношение к русским, которые поддерживают ваши взгляды и вашу свободу, но не разделяют веру. Юра, Туташья, я вот тех русских, которых вы говорите, которые поддерживают ваши взгляды и нашу свободу, то есть больше мне ничего от русских не нужно, просто чтобы они мне не отказывали в том же праве, в котором они себя награждают, уполномачивают себя иметь свое государство. То вот если они мне не отказывают, мне и моему народу в этом, то я большим уважением отношусь к русским. Не то, что даже к большим, я таких русских, когда жил в России, почти на руках носил, которые разделяли наши взгляды. Поэтому, конечно, очень хорошо я отношусь к таким людям. Я отношусь категорически, негативно, отрицательно к имперцам, которые отказывают моему народу в тех же правах, которые они имеют сами. А так очень хорошо отношусь ко всем. Так. Предателей всегда хватает везде. Да, совершенно верно. Основных комментариев стало больше стало. Ну да. Видимо, из-за того, что меня иноагенты внесли, что-то произошло. Не знаю, сегодня уже за 800 было зрителей. Вы меня извините, мои сообщения к вам не доходят. Доходят, Женя, вот я увидел. Потому и безразличны судьбы чеченцев для русских, что лезут во все щели в России, что при Дудаеве, что при Кадырове. Сидите дома и общайтесь на своем языке, слишком разные культуры. Так вы же приехали на танках. Вы же уничтожили 300 тысяч, 30% наше население. Ты что, ты в морге, что ли, у тебя, кстати, в морг называется ник. Ты, видимо, из морга вещаешь за такое. Но хотя тебе не в морг, а в психушку лучше. Дела душу на кучу дойлик, амилш деш. Духамбек, хобюсам, болбеш, хиро. А хайбол бие бадек дич. Хота уэцари траиши ацерон. Давай, держись, болбия. Чудо-парик за Леху это как КГБ, но против НКВД. Абсолютно точно. Это как за ГРУ против КГБ, например. Или то же самое, КГБ против КГБ. Ассаламу алейкум из Малого Карачая. Ва алейкум салам, Аслан. Малый Карачай. Усач, говорит. Так. Аслан, какое твое мнение о Тузике, агенте российских спецслужб? Салам алейкум из Ставрополя. Ва алейкум ассалам. Друзья, я вам еще раз напоминаю, раз уже Ставрополь здесь заходит, люди пишут, конечно же, мне очень приятно, что у вас много сегодня, что вы пишете там и все остальное. Но я вам должен сказать, что меня внесли в список иноагентов, и поэтому, пожалуйста,
все, кто там, кто-то захочет там поддержать, помочь, там, задонатить, там, я не знаю, еще что-то, пожалуйста, кто находится в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не делайте этого. Всех и своих русских подписчиков предупреждаю, и чеченцев, и всех остальных предупреждаю. Не делайте этого, это для вашей же безопасности. Кстати говоря, именно, наверное, поэтому вот сегодня много, вот то, что несли в список иноагентов, а, может, поэтому сегодня люди заходят. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Я русский, с Кавказа, с Пятигорска. С детства дружу с чеченцами, был на их стороне, но всегда был атеистом. Мне приятно, если чеченец, ичкерийц называет меня другом. Юра, никаких проблем. Если вы не отказываете нам в праве, которое вы имеете сами, свое государство, и решаете судьбу свою сами, хотя в России это очень натянуто, конечно, сравнение такое, что сами решают судьбу, но, по крайней мере, у вас есть президент, который ничей не пехотинец, короче говоря. Поэтому, если не отказывать, никаких проблем. Со всеми все нормально. Никаких просто. Никаких. Ни с кем. Так, Алинка, шалом. Шалом, Алинка. Я слышал, что тебя хотят депортировать, поэтому ты за Россию. И причем я это сам читаю потом, вот этот мне пропагандист закидывает информацию. Да, меня не хотят депортировать, дорогой ты наш, да, это все брехня, да. Валейкум. Так. Так, подождите, здесь американцев террористами называют, а мои модераторы молчат. Кстати говоря, по поводу моих модераторов, друзья, наверное, на вас тоже, кого уже то засвечен из вас, нужно будет удалить из модераторов, чтобы вам они лишние там статьи там не накидывали. Сейчас подумал об этом. Привет. Привет, Артем. Так, что скажешь? Ничего я не скажу. Оставьте этих пропагандистов российских. Вы что мне? Ты кто по национальности? А ты догадайся, Катиев. Ассаламу алейкум, брат. Кто по национальности? Ну, что у вас за вопросы? В морг не смейте называть домом наши земли, ибо они для нас, это наше сердце. А вы кричите дом, дом. Так, ладно. Салам с Казахстана. Алга, Казахстан. Борись за правду, брат. Буду, Олег, буду. А что делать? Салам из Израиля. Салам, Израиль. Салам. Ян Маназуасан, мне кажется, что большинство народу Дагестана привыкли жить под Рашкой. Свой боевой дух они тратят на бои в автогоне. Короче, кроме ММА их ничего не интересует. Большому сожалению, да, дагестанцы больше уже, как это говорится, покорились. Покорились. Морально. Не то, что ты вынужден, ничего не можешь сделать. А вот это самое страшное. Морально сдаться. Морально согласиться, что ты второй сорт. Понимаете? Вот что самое страшное. Черкасы витают. Витаю, Юр. Витаю, Черкасы. Аслан, почему вы считаете, что Украина не сливают? Оружие перестали давать? Нет, ничего подобного. Проблемы есть, пара. Абсолютно я согласен, что есть проблемы. Это очень плохо. Это стоит жизни украинцев. Но дело в том, знаете, на мой взгляд, конечно же,
идет борьба, вычищается вся эта агентура. На мой взгляд, дело в том, что в Украине много агентуры российской. Вот в чем вся проблема, понимаете? Плюс коррупция. Просто, ну, стыдоба просто. Не на жизнь, а на смерть Украина сражается. И министр или кто там, они грабят там миллиард, 2 миллиарда, какие-то баснословные суммы. Ну, просто задумайтесь. И я вам скажу, что американцы, они, чисто мое наблюдение, они мягкие, они рассчитывают на интеллект своего оппонента или своего там визави. Но если вы их попытаетесь обмануть, а здесь на Западе, здесь в Германии, например, могу сказать, ложь это самое постыдное, что есть. Просто ты теряешь моментально и репутацию, и авторитет, и уважение, и все остальное. И когда их обманывают, американцы далеко не такие мягкотелые барышни, которых можно там обманывать, как угодно себя вести. Особенно, если это касается коррупции, там, лжи там, и так далее. Поэтому, ну, это большая ошибка. И я об этом говорил, между прочим. Я говорил, что не дай бог вы испортите отношения с американцами. Потому что я это говорил не потому, что там кого-то запугивал. Я просто это говорил, потому что мы так повели себя. Я не хотел, чтобы украинцы также повторяли. После гибели Джохара Дудаева наши лидеры, ну, конечно, с пропагандой, со всем этим, начали себя вести абсолютно непрофессионально. И, конечно, многие из них уже погибли. И я их ни в чем не хочу обвинить. Они делали, что могли. И в такой ситуации, может быть, конечно, ситуация по-другому развернуться или развиваться не могла, но сейчас уже по истечению срока я вот наблюдаю, и мы совершили такие же ошибки. Мы вместо того, чтобы укрепить механизм взаимодействия с американцами, укоренить его, сделать его железобетонным, мы начали вести себя неправильно. И это стоило и Аслану Масхадову жизни, и еще более 100 тысяч наших граждан. Это была ошибка. Я не хочу, чтобы украинцы ее повторяли. Именно с этим связано, что идет задержки, идет проблема. Потом еще что говорят американцы? Они говорят, мы находимся за океаном. Дорогие вы мои, они говорят европейцам. Мы, конечно же, там и Англия, и Америка гарантировали и Украине, что, ну, все это, конечно же, был всего лишь меморандум, но он был. И американцы держат слово. Но они говорят, мы не можем все это тянуть, особенно у них сейчас выборы, вся вот эта турбулентность у них там намечается. И они говорят, после Украины будет Польша, Германия, Восточную Германию уже русские своей считают по итогам окончания Второй мировой войны. Страны Балтии, вот эти все страны, страны Варшавского договора подвергнутся агрессии со стороны фашистской России, если Украина падет. Американцы говорят, ребята, мы вас должны тянуть. Пожалуйста, европейцы, шевелитесь, шевелитесь. Вот как-то так, да. Поэтому все нормально, вас не сольют. Нужно вычистить агентуру, самое главное, из Украины. Ну и, конечно, побороть коррупцию. А во время войны пусть это будет самый большой патриот. Хотя он не может быть самым большим патриотом. Он вообще не может быть патриотом, если во время войны он свою вот эту грязную лапу засовывает в казну. И берет деньги, которые сейчас идет во время войны. Даже не во время войны, я считаю, это тягчайшим преступлением коррупция. Во время войны я считаю, что это предательство, это измена Родины. И вот эти вещи, ну, нужно с этим бороться. Ну, с этим, я думаю, справиться. Все будет нормально. Так, давайте дальше идем. Твой тромб уже ищет тебя. Андовник, меня уже давным-давно заказали. За меня уже заплатили. Я все это знаю. Абсолютно не парюсь. И я тебе скажу, что и я проживу столько, сколько мне отведено, и ты проживешь столько. И ни один раз наше сердце больше, чем уже запланировано ему стукнуть,
толкнуть эту кровь еще раз, оно больше этих движений не сделает. Так что не волновайся за меня, за мой тромб. Все нормально. А если я умру на этом пути, на том, что я делаю, почему меня иноагентом? Потому что я говорю правду, и люди меня слышат. Как бы они ни пытались запрещать мой канал фашистской России, там, дискредитировать, грязь, всю, только в голову придет, они на меня ее уливают. Если они меня убьют, это сделает то, что я говорю, 100 раз сильнее мои слова. Мои видео будут вырезать куски и распространять, если меня убьют. А мне важно дело, а не моя жизнь. Понимаешь? Самое важное. Ну, так сложилось. Не потому, что я там какой-то железобетонный. Просто русские нас поставили в такие условия, что только попрощавшись со всеми родственниками, с этим земным шаром, со своей жизнью, можно выйти на этот путь. Я попрощался, не в 20 лет я это сделал, когда там у меня гормоны, когда у молодого человека гормоны играют, там он делает необдуманный шаг. Взвесил, обдумал, давно шел к этому решению, принял и буду нести это знамя до конца, до Амула. Поэтому, ну что ж, это будет плюс к моему делу, к тому, что я делаю. Ва алейкум ассалам, Одесс, машур. Ассалам алейкум, здравствуйте. Ва алейкум ассалам, Заур, машур. Салам машал, думаю, какой свободный гражданин, Дейлер, салам машал, хуй. Нету хорошего, им нет места в нашей стране. Чечня должны иметь право на голоса и быть гражданами только ночь. Остальные должны быть только с правом на нахождение, без гражданства. Эдам, ну это неправильно, ты говоришь. Категорически неправильно. И даже Диц, Дулича, вот я сейчас зачитал комментарий, чтобы просто поспорить с тобой, чуть-чуть подискутировать с тобой. Это неправильно. Русские, евреи, армяне, я не знаю, кто бы там ни проживал, они все должны жить, если они наши граждане, имеют право получить. Это тогда ты строишь нацистское, фашистское государство, что только там чеченцы, вот как арабы, например, Саудовская Аравия. Это чистый нацизм, это чистый фашизм, то, что арабы там никого не прописывают, богатые, денег девать некуда, но они никому не дают гражданство, там, третье, десятое, вот такие вот вещи у них творятся. Нет, мы этого не можем сделать. Мир открылся уже и Саудовская Аравия уже по-другому начинает все пересматривать, хотя у нее ресурсов, возможностей находиться вот в закрытой этой оболочке намного больше, чем у нас. Но сейчас мир открылся, интернет, мир, границ нет. Как мы видим, в Европе здесь ты переезжаешь границу и замечаешь только по навигатору, что ты пересек границу. Поэтому нет, в нашей стране будут жить все, и белые, и черные, и красные, и все остальные. На законных основаниях, как и положено в цивилизованной правовой стране. Так, Дейлер, салам Машалгиль, так, салам Самара, салам Самара. В России нет прав. Да, Владимир, это так. Мир вам. Я верю, что Ичкерия будет свободна. Да, Алмула, Юрий. Да, Алмула. Откуда ты знаешь чеченский язык? Мне пишет человек с ником Ахи. То есть араб мне пишет. Бедуин мне пишет, откуда я знаю чеченский язык. Так, скажи мне, пожалуйста, вы же вроде все такие правильные мусульмане. Но почему, когда вам нужно свалить, вы не ждете, не едете в мусульманские страны, а выбираете христианские демократические страны? Почему? Билли Ангел, ну, во-первых, это не твоего собачьего ума дело. А во-вторых, это не христианские страны, это демократические страны. И мы едем сюда, потому что эта страна дает нам образование, она дает нам медицину, она дает нам социальные гарантии, поддержку и все остальное. И как говорится, рыба ищет где глубоко, а человек где лучше, где хорошо. Поэтому не твое собачье дело, куда мы едем, конечно же. И это христианское, да, здесь преобладает христианское население. Но в Европе очень много стран христианских, атеистических, разных всяких есть.
И у нас с этим нет никаких проблем. Ты говоришь про там каких-то радикалов, там про фашистов, там про российских спецслужбы, которые нам рассказывают там и так далее. А мы демократы, мы западники, мы строим нашу страну, как ее построил Джохар Дудаев, и мы ее несем это знамя демократического правового государства. Вот как-то так, да. Так, Горец, валейкум салам, Шавик Машовар, Кельчумер. Насколько демократична Америка, что везде, всюду... Ой, давай, давай. Ну, хвостик. Хвостик, ой, это. Так, подруга, он тебя хитаю это, освободила. Хитаю личдой. А то эти... Надо жить трудно, а не искать пути войны. Совершенно верно, конечно. Как говорит Гарри Табах, нужно всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей. Он в шутку это говорит. Так, мое почтение людям доброй воли. Дима, повитаю тебя. Россия это всего лишь навсего большая тюрьма. Да, ГУЛАГ. Алейк салам, Виктор. Раз ты иноагент, значит ты на правильном пути. Да, да. Да, я иноагент. Киртукас. Наверное, много КГБшников набежало. Сужу по некоторым комментам. И вдруг как-то мозги заработают. Хотя, наверное, нет. Не, Киртукас. У Гибниза не заработает. Но я не думаю, что вся у нас тут набежала новая Гибня. Нет, я думаю, просто, видимо, по какой-то причине. Ну, посмотрим. Давно вас не видел. Да, Аарон from Austin. У меня были перерывчики тут, работаем, не успеваю. Слава Украине, героям слава. Ичкерия будет свободной. Да, Алмула. Так, Семка Дмитриев. Я с России, говорит Семка. Супер. Акцент чеченский вроде. Да, Виктор, совершенно верно. Салам алейкум с Татарстана. Алейкум салам, Александр. Привет. Так, как у тебя ник читается? Дан Стеф. Я не понимаю вашу точку зрения, но свою говорить не буду. Вы страдаете от своего мышления, вы разделяете очевидные вещи, делите людей, у вас и так карама не самая лучшая. Ну, вообще ты так закрутил, свое мнение ты не говоришь, но при этом тебе мое не нравится. Почему я делю людей? Я просто хочу, чтобы нашу страну освободили. Это что-то я кого-то делю. Я имею право хотеть жить свободно. Понимаешь, я человек с тысячелетней историей, мой народ. Тысячелетиями просто, не просто 1000 лет. У нас есть история, у нас есть своя культура. Мы абсолютно другие с русскими. Понимаете, культура, религия, все у нас разное. Мы просто хотим жить, мы хотим своих детей учить на чеченском языке. Мы хотим, чтобы в мире нас воспринимали не как бесплатное приложение к Мурзилке фашистской России, которая самая ненавистная для них, которым мы являемся. Мы хотим напрямую быть геополитическими игроками в этом мире, для того, чтобы гарантировать безопасность нашего народа и нашего будущего. Что здесь такого? А если кто-то мне в этом праве отказывает, ну, это незаконно, это несправедливо. Ну и всех я за русским кораблем таких отправляю. И все. Так оно и есть. Морально Северный Кавказ сдался. Ну дай бог люди проснутся. Северный Кавказ не сдался. Северный Кавказ не сдался. Чеченцы не сдались. Чеченцы молчат. Давайте не будем обобщать просто, говорить про весь Северный Кавказ. Нет. Никого, ни одна республика на Северном Кавказе не пережила то, что пережил чеченский народ. Ни на одной республике Северного Кавказа не оказывается такого влияния, воздействия, манипуляции, пропаганды, как против чеченцев.
Понимаете? Поэтому и мы не сдались. И вот то, что здесь люди пишут, есть, и вот м, у других там везде смотрят. Чеченцы активны, это при том, что мы пережили геноцид. Понимаете? 30% потерять. Некоторые народы после этого просто в себя не приходят. А мы делаем вид, как будто этого не было, и продолжаем дальше бороться. Поэтому за весь Северный Кавказ я не скажу. А так, многие спят, ну, я думаю, проснутся. Чеченец, я этим все сказано, говорит Сансей. Россия это всего лишь навсего большая тюрьма, которая лишила свободы мою родную страну. Этого я не могу простить, ибо быть свободным для меня очень важно. Да, совершенно верно. Всем витания, Уйка с кулеметом. Витаю тебя, Уйка. Давно тебя не было. Это человек либерал, говорит. Он против чеченских традиций, обычаев и культуры. Консерватив, это ты про меня говоришь, что я против чеченских традиций, обычаев, или ты кому-то, с кем-то ты общаешься? Так, я перемотаю, друзья. Салам алейкум, алейкум салам. Нет, я чеченец, Шовкат. Я не грузин, я чеченец. Сколько нам... Вы что это, сорвались? Я вообще не могу остановить. Все. Оказывается, как далеко все зашло. Маш овер, Руслан. Так, салам алейкум. А почему у вас флаг Германии на фоне? Потому что я в Германии. Так, ассалам алейкум. Если ты за Чечню, что же ты флаг Чечни не выставил? Выставил американцев и немцев. Султан, вот ты можешь другие мои на канал зайти, там посмотреть, там ты много найдешь. А ты за чеченцев, Султан? Почему тебя не видно, Султан? Почему ты не борешься за права? Постгеноцидный чеченский народ истребляют, все тяжело. А ты мне тут заходишь и говоришь, какой флаг мне вешать или нет. А почему сам ничего не делаешь? Я этот флаг миллион раз вешал, наш флаг. Миллион, он всегда у меня есть. И я его всегда высоко несу, подняв над головой. А что делаешь ты, Султан, скажи мне, пожалуйста? Огудешу. Что ты скажешь насчет ингушей, как ты относишься к ним? Ингуши наши братья. Я тебе говорю, Богусик. Так, ну тогда ты идешь в бан, потому что ты уже достал своей ложью и пропагандой. Либерал, уйгару, эшкох, аш борсо. Давай, ты та кучур. Чеченцы хороший народ, жаль, что РФ мешает жить. Совершенно верно. Слава Украине, героям слава. Так. Слава Украине. А к Дагестану как относится? Всем, кто не воевал против чеченского народа, к дагестанцам отношусь хорошо. Алейк салам. С бородой, бородой не узнал, говорит. Ясно. Что делать с сепаратизмом в Казахстане среди русских? Вводить уголовное наказание. Сперва штрафы, потом наказание уголовное. Как сейчас, смотрите, нарушение территориальной целостности России, и меня обвиняют, причем меня обвиняют уже в статье, да, там за 20 лет они мне там 15 по одной, пятерка по другой, там, только вот по то, что они сейчас меня по иноагенту объявили, где-то за 20 лет они мне там впаять решили, ну то есть пожизненно. Короче говоря, это за то, что я говорю просто освободить мою страну. Я даже не говорю всю Россию. Это сугубо лично народов, которые проживают в этой России. Я про свою Ичкерию говорю. Меня вот обвиняют. А вам, проживая у вас, видя, какая угроза представляется, да, со стороны фашистской России для окружающих, и такие люди в Казахстане, они заслуживают, конечно же, ну, если не 20 лет, то сперва штраф, лишение гражданства, уголовное наказание и так далее, и так далее. Главное, чтобы у вашей власти хватило духа для этого. И все. А так, конечно же, они вам устроят такое. Вот у нас, например, в Германии уже не так русские себя ведут, как вели. Имперцы, я имею в виду. Русские у нас есть разные.
Имперцы. Так. Муса Алиев, братья чеченцы, мира вам, свободы, независимость, не ругайтесь между собой, объединяйтесь в единый кулак, курды вечно ваши братья, вас поддерживают, главная свобода. Муса, я понимаю, ты курд, наверное, да? И я тоже с большим уважением отношусь к курдам. И сейчас, особенно, когда пытались нас вот в события в Сирии стравить, это делалось искусственно, специально. Я еще больше зауважал и полюбил курдов. Это моя такая ответная реакция. Так что, курды, респект вам. Рашка принесла много горя моей стране, моей семье, и они всегда будут моими врагами. Каждый русский в душе априори имперец. Ну, почти, да, Адам, почти каждый. Трудно этот момент оспаривать, конечно, да, почти как. Как ты относишься к казахам? Каждый заходит и спрашивает, как я отношусь. Я с большущим уважением. Я чеченец, Ренат. Как может чеченец относиться плохо к казахам? У меня отец в Казахстане родился. Алга Казахстан я тебе добавлю, чтобы вообще тебя сразить. Я просто листал и нашла вас, вы хороший человек. Кто говорит про чеченцев плохие слова, тот того забанит. Да, спасибо, спасибо. Модер, сегодня ваш день, верит Богу. Да. А русским как относятся? Я уже говорил, Финк, не к имперцам, кто не отказывает в праве на наше государство, очень хорошо отношусь. Как и ко всем. Не верю в разных русских, все имперцы. Но Рим, практически все. Это правда. Практически все. Но не все. Так. Читаю, что ж тебе удобно. Все читаю. Просто вот так много, что просто первое, что попадается, читаю. Я сам чечен. Магди, оно чего? Понятно. Лезгинам как относишься? Отлично отношусь к лезгинам. Как ты думаешь, социалистической республики? В смысле? Как насчет возврата Карабаха? По-моему, Карабах уже вернулся. О чем ты говоришь? По-моему, все, он у законного владельца. Алейкум салам, Багайдин. Так, Украина поддерживает Израиль. Правильно. А что, Россию должна поддерживать? С осетинами знаком? Да, учился, дружил. Большим уважением отношусь к осетинам. Не имперцам, сразу говорю. А сам, по-вашему, почему вывели Навального из игры? Россия хочет показать, каким образом, что в России есть оппозиция. Ну, Павел, я не знаю на самом деле конкретно сказать. Ну, у меня две версии. Во-первых, вывели из игры его, он жив. Ну, я не хотел этого говорить, потому что все говорят, он умер, и тут получится, и так далее. Ну, просто мы не видели труп, и мы не знаем этого. Я больше, конечно, допускаю, что он погиб, убит, но я считаю, что его, это такая пощечина американцам. Я считаю, чисто мое мнение, сугубо мое личное мнение, Навальный представлялся как оппозиция Путину, мы все это знаем. И американцы, в принципе, не скрывали, что поддерживают Навального, он учился в Еле в Америке и так далее, и так далее. И они сказали, ну хорошо, давайте, вот есть оппозиция, пусть он будет. И эта оппозиция вела себя, как мы знаем, в рамках, как нужно это Путину. В 2012 году Навальный сливал митинги, я сам был на этих всех митингах, еще тогда в Москве, и мы все это прекрасно помним и знаем.
Мы все прекрасно знаем, что любой человек, который занимается политической деятельностью и России, он мешает КГБ, он мешает, он будет уничтожен моментально. Навальный же рассчитывал, что он как бы креатура, фигура КГБ, ФСБ, и что его не замочат. И как бы американцы сказали, там, не трогай его, там, третье, десятое. И мне кажется, Навальный, ну, это еще не до конца сформулированная моя теория, гипотеза по этому поводу, но мне кажется, вот если брать факты, которые уже более-менее достоверно известны, что агент российских спецслужб был предоставлен Западу, американцам в частности, или может англичанам, я не знаю точно, был предоставлен как альтернатива Путину и сказали, ну, хотите такую игрушку? Ну вот, ну, под нашим контролем вот такой человек есть. Мы не против, чтобы его поддерживали. И все, и как бы Запад что делает? Они работают с тем, что имеют. Они, ну, не создают каких-то там борцов за свободу или там, я не знаю, борцов с путинским режимом, они их не создают. Они, если кто-то есть, нужна помощь, они смотрят, ну, хочешь, если ты просишь помощь, на тебе. Если им это выгодно, да, хорошо, давай, помогают каким-то образом. Но если его реально убили, Путина, то это такой очень разозлившийся такой жест, совершенный такой Путиным, КГБ, для того, чтобы продемонстрировать, что он презирает Америку. А Навальный, он, ну, как и любой агент, он никто, он ноль, он пешка. Ну, не нужен, пожертвовать нужно, им пожертвовали. Все, вот и все. Как-то так. Но я еще сформулирую, еще там, может, напишу что-нибудь. Просто так вот. Как-то так я это вижу. Ва алейкум салам. Как там Европа замерзает? Замерзает, уже замерзли, все уже, почти уже все. Немножко осталось, умираем уже от холода. Меня Аслан зовут. Подскажите, с какого года вы стали презирать русских, или это передалось молоком матери? Зелеными глазами. Я не презираю русских. Я презираю имперцев. Я к ним отношусь, как сказал Джохар Дудаев, как к дохлой скотине. Мне они неприятны. Понимаешь? К русским это не имеет ровным счетом никакого отношения. Если там будет русский, который не имперец, который не отказывает в праве мне, моему народу, мне ничего не нужно в этой жизни. У меня, в принципе, все есть. Моему народу. Я буду за этого русского, чем за чеченца, который за Россию, за этот империализм. Если вот так вам устроит мой ответ, то поэтому не нужно пытаться вот с молоком матери. У нас, вот, знаете, мы, русские и чеченцы, с вами отличаемся не только культурой, религией, мы с вами отличаемся ментально. А некоторые вещи, которые, слова одни и те же, термины одни и те же, но мы с вами их понимаем по-разному. Понимаете? И вот той ненависти и той жестокости, которую, как вы ее видите, русские, мы ее видим по-другому. У нас нет такой ненависти. Вы нам всегда пытаетесь приписать, что мы какие-то злые, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал, там 30. Вы нас не поняли до сих пор. За 400 лет почти никто из вас нас не понял, из русских, я имею в виду. У нас нет этого. Даже ваш Толстой, граф Николай Толстой,
к которым я с большим уважением отношусь, он писал русскими глазами, русскими мозгами. Хаджи Мурат есть у него такая повесть, где он говорит, что о ненависти, ну там русские пришли, сожгли там, убили, сожгли там дома, стога сена, убили там молодых людей, там, ну, чё, как обычно русские куда заходят. Короче, вот он рассказывает этот эпизод и говорит, там привезли, в мечети все собираются, там привезли труп убитого юноши, там третье, десятое, везде там крики в деревне, там все плачут там над убитыми, русские уже как бы ушли. И он говорит, о ненависти к русским никто не говорил среди чеченцев. Один пошел копать там могилу, он пишет, там еще там готовится. Фонтан перед мечетью нагадили. Это в эту войну, это у вас любимая русская такая забава. Зайти на стол, залезть, нагадить, на ковер. Это вы таким образом нас унижаете. Опять же, возвращаясь к менталитету, когда вы такое делаете, это в вашем представлении, там, ну, там, нагадил, да, ты показал. В нашем представлении, этот человек опозорил себя. Вы не поверите в это, но на самом деле это абсолютно нам стыдно об этом даже говорить. Понимаете? У нас не принято такие вещи. Мы очень разные. Ментально, психологически мы очень разные. Поэтому вот он пишет, что о ненависти к русским никто не говорил. Толстой пишет. Их ненависть была больше, чем... Их чувства были больше, чем эта ненависть. Это было непризнание русских собак, русских солдат или собак как-то людьми, и уничтожение их ими рассматривалось, чеченцами, то есть, как естественный инстинкт самосохранения, как боязнь, там, ну, неприязнь там, волков, пауков, там, гадин, там, змей и так далее. Ну, вот, не точно цитируя, скажу то, что тогда сказал граф Толстой, Лев Николаевич. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Наши мамы не учат. Мы единственные, которые мне известны. А я всю свою жизнь общаюсь с людьми, живу вне своего дома, ну, с 18 лет, можно сказать. И с многими народами общаюсь. Я знаю только наш народ, чеченский народ. Нас там соседи нас, дагестанцы, нацистами называют, националистами, там, третьими, десятыми. Я знаю только один народ на земле, который своих детей называет национальностями соседних там разных народов. Понимаете? И не только мусульманских. И осетин у нас есть имя, и кумык есть, и кабардинец есть, и грузин есть. Ну, просто огромное количество. Не зависит от религии, национальности. Вы представьте, что в русской семье, в России, например, в Москве, родился мальчик, его назвали там, я не знаю, узбеком. Вот у нас вот, кстати, недавно в Украине был пленен один кадыровец, у него имя Киргиз. Из уважения к своему другу его отец назвал национальностью киргиз, его назвал. Ну, представьте такую картину, чтобы в России русский мальчик-чеченец, например. Ну ладно, чеченцы, у нас особые отношения друг с другом. Ну, допустим, какой-нибудь украинец, белорус. Вы можете это себе представить? Это было бы, ну, просто что-то необычное. А для чеченцев это нет ничего необычного. Мы очень толерантный народ. Мы очень человечный народ. Я, наверное, в своей жизни более человечный, ну, может, я могу с немцами сравнить. Не теми немцами, которых нам представляли, сегодняшние немцы. Это абсолютно, я не знаю, как будто ангелы с неба. Да, есть и плохие, конечно, не будем слишком. Это, ну, вот настоящие здесь есть люди. Вот как-то так, Дион. Извините, да, за саморекламу чеченцев. Ну, как-то так, да. Живи Беларусь. Вечно, живи вечно Беларусь.
Так, Спартак, слушаю вас грамотно говорить. Что вы сейчас думаете о чеченцах и о Кадырове? Добрый вечер. Добрый Спартак. Ну, что думать? Что думать о чеченцах? Я не понимаю, вопрос обширный. А Кадырове, Кадыров, подонок, предатель, изменник Родины и все остальное, товарищей, соратников, всех предатель. И его отец, и он. Ну, как-то так. Так, в книге Кетч-22 главного героя звали Ассириец. Ну, то в книге. Так, так, так. Дагестан свободнее, чем Чечня сегодня. Да, конечно же. Чечня это самая настоящая тюрьма. Слава Чечне и Украине. Героям слава, Коля, героям. Добрый вечер. Добрый, it's my life. Как к армянам относитесь? Гарик, я отношусь к армянам хорошо, если они не имперцы и не пособники русского империализма, что тоже большая редкость, я тебе скажу. А сам, по-вашему, что имел в виду Дудаев, когда говорил, что у него ключ спасения России? Павел, я знаю, что он имел в виду, но я этот секрет не раскрою никогда. Развал Российской империи и свободная Ичкерия. Эмин, сенсей, эмин. Я так понимаю, вы топите за Америку и Германию. Да, и за Америку, и за Германию тоже. Это не реклама, это естественно порыв души. Человек, который любит свой народ. Слава чеченцам. Спасибо, Исайя, спасибо. Героям слава. Как ты относишься к РФ? РФ – это несостоявшееся фашистское образование? Отрицательно. Как относитесь к Великобритании 70-х, 80-х? Я не знаю, что вам ответить. Ты как чеченец, как можешь поддерживать УПА? Я не только могу УПА поддерживать, но я не знаю про УПА, я могу сказать, что я чечено-бандеровец. Понятно? Не просто я там. Вот этого почему-то никто не говорит, что я там еврей, там русский, кто там американец, там шпион, что угодно говорят. А вот то, что я говорю, что я чечено-бандеровец, об этом почему-то все умалчивают. Вот я чечено-бандеровец. Да, кстати, что нам плохого сделала УПА, чтобы мы к УПА относились плохо? Если они сражались против России, советской, царской империи, то это естественные наши союзники. Салам Сакартуэла. А сам почему убили Сашко Белого? Павел, я не знаю, если честно. Я знаю, что этот человек сейчас бы очень много сделал бы полезного, если бы остался в живых. И если Украина не накажет, не проведет независимое, как положено, расследование, то Украина никогда не станет свободной и демократической, если вот убийство Александра Музычка будет оставлено безнаказанно. Стоит за этим министр Аваков, и без разницы. Все должны быть наказаны, кто его убил. Это факт. Чечено-фашистка. Ну, это ты можешь так сказать. Так, йоу, кого он поддерживает? Вежри. Я Ичкерию поддерживаю. Аса, если честно говоря, Руса-раба спасает только распад ФРФ. Они смогут увидеть мир другими словами. Салам, слушай, а кто же это был из советских, из российских вот этих комиков, который говорил, Жванецкий, кажется, это был, говорил, если русских будут выводить из рабства, из вот этого ГУЛАГа, они убьют того, кто их пытается вывести, и вернутся на свои нары. Вот так, вот так все плохо. Вот так все плохо. Я Кырг Бандера, Киргиз Бандера, наш пацан.
Являетесь вы в сегодняшний день мусульманин? Если да, то почему вы возвышаете страны, вешая флаги? Конечно, я являюсь мусульманином, конечно. И эти флаги с большим уважением и к американскому, и к немецкому отношусь. Большущим просто уважением, понимаешь? Большущим. Ты как скажешь, короче. Я не более того, я скажу, о Аллах, благослови Америку и Германию. Я скажу тебе, чтобы ты понимал, да? Салам алейкум, ребят. Ва алейкум салам. Вот Абдуллах говорит, да, это ваша проблема, вы пытаетесь выбирать сторону одни России, другие Запад, а мы сами по себе сторона. Абдулла, ну, я не понимаю, ты, наверное, тролль, потому что, ну, у тебя никакой логики нет. Что здесь такого, если мы ищем союзников? И ты сравниваешь одни Запад и Америка. Запад не убил 300 тысяч чеченцев. Запад не убил миллионы чеченцев за протяжении 4 веков. Понимаешь? А ты Россию и Запад, который нас не убивал, ставишь на одну доску. Ну, неправильно же, правильно? Ты перебрался в Бельгию. А почему в Бельгию-то? Все империи разваливаются, Рашка тоже развалится, вопрос времени. Абсолютно, Ян, абсолютно так. Салам Ваша, что скажешь про Азербайджан? Я скажу, да здравствует Азербайджан. Здравствуй, читаете намаз? Конечно, я же мусульманин. Бывают, не успеваю, проваливаются там разные. Ну, в принципе, World of Brick. Привет тебе, кстати говоря. И, кстати говоря, это не твоего ума дело задавать такие. Это вообще не культурно. Читаю я намаз, какой я религии спрашивать. Это вообще показывает вашу ограниченность. Ни к селу, ни к городу. Мы такие серьезные вещи обсуждаем, а вы заходите и спрашиваете такие вещи. Так, не боишься в ахирате оказаться бандеровцами, с бандеровцами? Облако. Всевышний видит мои намерения. И если я поддерживаю украинцев и бандеровцев, это не значит, что я там изменяю своей религии, Господу там или еще что-то. Вот мне интересно, что ты скажешь Господу, когда ты появишься перед ним. А? Ты за меня не беспокойся. Понимаешь, что ты скажешь? Скажет, я-то был с бандеровцами, Господь скажет. Ну ладно, нормальные парни, будешь с ними э, на суде отвечать. А что ты скажешь, облако, а? Спрятавшись под ником, писать какие-то вещи и указывать, что делать? Ну, покажи себя, прояви себя. Если вы мне что-то говорите про мою смерть, жизнь беспокоитесь, сделайте что-нибудь. Эй, ортодоксальные мусульмане, сделайте что-нибудь. Покажите себя, проявите себя. А только языком молоть, это же недостаточно дел. Аслан, скажи, что таджик тоже чуть-чуть свободный. Мне не нравится ситуация в Таджикистане, если честно. Очень не нравится. Таджика уважаю, поддерживаю, но не нравится ваша власть и то, что с вами происходит. Аслан, какой совет на твой будет жителям республики от всяких колонизаторских стран? Кибертехнарий. Мой совет, который я всегда даю чеченцам, которые находятся во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, Шейдегар Махает. Скрывайте, не говорите о том, что вы думаете. Россия погружается в страшное время. 1937 год уже идет в России. В Чечении, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, он уже идет 20 лет. К большому сожалению, сейчас вся фашистская Россия погружается и будет очень плохо. Поэтому мой совет чеченцам,
Шайдагар махает. Надо Ахмад Силас кричать. Говорите Ахмад Силас. Ни дома не говорите. Все сейчас изменится. Выжить надо. Совет, постарайтесь выжить любым способом, чеченцы. Год, два, три максимум, 4, максимум 5. Поэтому держитесь. Вот что я скажу чеченцам. Where are you from? Так, по пяткам били вас и Египте? Нет. Асан, скажи, что ты же тоже читаешь. Я уже опять. Так, Дагестан все время за Россию, которая бомбит Чечню, говорит Сансей. Так, да, был такой. Аслан, дай Бог вам здоровья, чтобы дожил до падения. Да, нет, падения Запада не будет, не волнуйся. Привет, ты из Германии? Да, я в Германии. Так, удивляюсь, так говорит, не болтать, делать, а ты что сделал, кроме включить прямой эфир и болтать? Каспар, я очень много документов написал. Я очень много разоблачил российскую агентуру. Я продолжаю ее разоблачать, понимаешь? И болтать я имел в виду не просто тут сидеть комменты писать, а делать что-то. А так, конечно же, говорить сознанием важно говорить, нужное говорить. Это, знаешь, чеченская пословица говорит, пуля убивает одного, или там кинжал, сабля убивает одного, а слово убивает тысячи. Поэтому я восполняю пробел, который фашистская Россия, уничтожив наших интеллектуалов, наших журналистов, наших людей, которые доносили информацию, оставила нас полностью в информационном вакууме, вернее, заполонила своей пропагандой. Я пытаюсь пробить эту брешь, у меня, как ты видишь, иноагентом обозвали, наградили даже, сказал бы. Поэтому все нормально. Не волновайся, Дион, как говорится. Аслан, тебя можно поздравить? Да, ислам, алейкум, конечно, можно. Фашистская Россия наконец-то признала меня чужаком. Чему я рад, Дион. Так что, друзья, у вас тоже есть шанс. Всем чеченцам нужно выйти и вот делать 9 лет то, что я делал, приехал сюда в Германию, и вас признают чужаками. Так что дерзайте, Дион, у вас все впереди. Да, ислам. Так, Асан, что думаешь о Муцураеве? Ничего я не думаю. Муцураев. Что ты имеешь в виду? Злобная Раша достала всех. Да. Друже, ты иноагент, я с тобой дружу. Да. Позавчера, 16-го, по-моему, они сказали, что я иноагент. Наша учительница по украинскому языку говорила, слово можно убить, а можно воскресить. Абсолютно так, совершенно верно. Да, Иван, совершенно верно. Кстати, вот смотрите, Иван у нас русский, украинец, гражданин Украины, из ЗСУ, русский. Абсолютно никаких проблем. Он мне не отказывает в праве на свое государство, так как он против сепаратизма, все такое, но мы не сепаратисты, потому что Донецкий, Луганский, нету такого лугандонского языка, где живут. И вот у меня с ним никаких, я с большим уважением к нему, каждый раз подчеркиваю, что я его уважаю, потому что мне пытаются там русофобию, там фашизм примкнуть, это не так. Так что, Иван, я рад тебя видеть и слышать. Ну, читать твой комментарий, точнее. Так, друзья, я думаю, пора заканчивать. Ох, мы уже 2 часа почти в эфире. Да, друзья, надо заканчивать. Было приятно с вами пообщаться. Буду стараться выходить в эфир. Так, русские тоже не отказывают, отказывает правительство. Ну, да, правительство само на танках приезжает, само воюет,
там, и так далее, и так далее. Ну ладно, сейчас уже, конечно, вы сожалеете, что вы молчали, многие русские, что вот этот империализм, который вам Путин возбуждал в вас, он практически засыпал, вот этот империализм, который уже в нашем веке, это, ну, это средневековье. Но он разбудил вас. И вы молчали, потому что было удобно. Чеченцев мочим, конечно, для вас, для русских, в основном для русских в России, ну, победить чеченца, убить его, это, ну, доблесть, это круто, ну, самого признанного воина. А потом еще из каких-то предателей сделать себе пехоту, пехотинцев, это вас тоже устраивало русских. Все было идеально. Грузию взяли, никто не возражал, Ичкерию уничтожили, все нормально, поздравляли друг друга, радовались даже этому всему. А вот в Украине уже надоело миру. Вы бы с Украиной то же самое делали. План же такой был. Объявить их нацистами, фашистами и как нас террористами. И вот выискивать их по лесам, там, мочить, убивать, травить, там, ну все, что вы делаете, вешать, ну как вы любите. Ну что-то пошло не так. Что-то пошло не так. И вот досада какая. И теперь я это даже не с упреком говорю, не с подколом даже говорю, со злорадством это говорю. Просто это факт, который я лично говорил, ну, в окружении, конечно, я не был публичным, говорил, пытался доказывать. Все абсолютно все понимают, ну, что мы сделать можем. Вот что отвечает. Знаете, в праве есть такое понятие, как действие преступное и бездействие преступное. Вот оно бездействие, оно тоже бывает преступным. И вы сейчас платите. Вы даже не представляете, сколько вы горя принесли людям. Вы даже не представляете, сколько вы человеческих судеб, жизней, семей, народов разрушили, уничтожили. Вы это даже не чувствуете, вы это даже не обсуждаете между собой. Вы даже не сожалеете, не беру отдельных людей, которые реально среди вас достойны, чтобы их, ну я не знаю, на золотом пьедестале их вот поставить и держать. Потому что в русском обществе, в этом имперском обществе появляются такие люди, которые реально не могут появиться в таком обществе по логике, по этому, понятию. Да, я понимаю, что русские абсолютно такие же люди, как все мы. Они и любят, и болеют, и умирают, и ненавидят, и все это нормально. Но вот этот империализм, который у вас в вашей культуре есть, всегда был, и вроде бы вы понимали, что это зло, нехорошо, что это плохо, и потихоньку это засыпало у вас. Рационализм брал верх над империализмом. Ну, а вот Путину показалось, что он дать вам ничего не может. Вот все недра Советского Союза, они между собой поделили, КГБшники. И он вам их дать не может. Социалку, пенсии, там, поддержку, третий. Он этого вам дать не может. Ему они самому нужны. Он просто патологически просто болен этими деньгами. Он и это КГБ, все. Понимаете? Поэтому вам дают фигню, скажем так, полную, пшик вам дают. Вам говорят, что вы великий русский человек, который должен уничтожить брата украинца. Чеченца тоже не надо было уничтожать. Но украинцы, брат, ведь вы же сами брат. И никто в России не вышли, да, никто, опять же, не буду так кардинально, радикально так выражаться, ну, по большому счету, не вышли русские. Брата, ладно, чечен, но нас надо тоже было пожалеть, понимаете? Чеченцы, малый народ, ну что, вот 1% от вашей огромной страны мы вот представляем, даже может меньше. Ну уйдут они, ну сколько, и так же ненавидите. Ну, бедные люди, реально мы бедные люди, мы не те, каким мы вас представляли. Да, за правду мы деремся и будем драться. И за этого 400 лет мы вот находимся в том состоянии, противостоянии. И не покорились, и не сдались, и продолжаем, и продолжим еще 400 лет. Ну даже нас, украинцев-то за что, а? Ну как это возможно вообще? Вы же братьями их называли, даже если вы не являетесь братьями. Ну вы же так говорили. Язык похож, смешанных браков, миллион просто. А вы молчали.
Ну ладно, на этой ноте я закончу свой стрим. Друзья, на этом я заканчиваю. Все будет Ичкерия. Слава Украине. О Аллах, благослови Америку. Ади кёль маш оль бюс де алёль. Всего хорошего, друзья. Я думаю, завтра или послезавтра я еще сделаю анонс. У нас будет посвященный 23 февраля стрим совместный в Зуме. Аят, Алла, Президиум и все остальные. Не знаю там всех деталей, но будет анонс. Следите. Еще раз. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Адикер везде, калер, маш альшо. Да, вдруг да, доль ночи рам. Так, всего хорошего.